придерживаются мнения, что они рождались в такой последовательности. Сначала Зейнаб, потом Рукайя, после нее Кульсум и Фатима. Фатима была старше Аиши примерно на 5 лет. Говорили, что на момент ее рождения пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было 35 лет. Или, как говорили, 41 год. Как я сказал, Фатима была последней, младшей дочерью посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк выдал ее замуж за Али после того, как к ней сватались другие. Ан-Насаи привел в Ас-Сунани от Бурейды, да будет доволен им Аллах, хадис, в котором он сказал: Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах, сватались к Фатиме, да будет доволен ею Аллах. Но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: она слишком молода для вас. Затем к ней посватался Али, да будет доволен им Аллах, и он выдал ее за него замуж. Имам Ахмад привел хадис от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, в котором говорится, что Али думал о том, чтобы посвататься к Фатиме, но говорил себе: у меня ничего нет, то есть нет денег. Как я могу это сделать? Затем я вспомнил о семье посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и об их родстве со мной, и посватался к ней. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: у тебя что-то есть? И я сказал: нет, о посланник Аллаха. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: а где хутамийская кольчуга, которую я дал тебе в такой-то день? Он ответил: она у меня. И когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивал, есть ли у Али какое-либо имущество, он ответил, что ничего нет. Он сказал так, поскольку считал эту кольчугу нельзя упоминать в качестве чего-то, что можно отдать в качестве махра. Кольчуга, представили себе кольчугу, да? Али сказал: она у меня. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил ему: тогда отдай ее ей в качестве махра. И у Аль-Байхаки приводится более длинная версия этого сватовства, которую передает сам Али, да будет доволен им Аллах. Он сказал: к Фатиме, дочери пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кто-то посватался. Моя вольноотпущенница сказала мне: ты знал, что к Фатиме сватаются? Я ответил: нет. Она сказала: к ней сватаются, иди и сам посватайся к ней. Али ответил: у меня нет имущества, которое я мог бы отдать в качестве махра. Он рассказывал. И она продолжала побуждать меня к этому, пока я не зашел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Он говорил: и мы возвеличивали его и почитали. Когда я сел перед ним, я словно прикусил язык и не смог говорить. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: тебе что-то нужно? И Али промолчал. Он не мог ничего ответить. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, трижды повторил свой вопрос: тебе что-то нужно? А Али никак не мог сказать, что ему нужно. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: наверное, ты хочешь посвататься к Фатиме? И Али ответил: да, о посланник Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: у тебя есть что-то, посредством чего ты мог бы сделать ее своей законной женой? Я сказал: нет, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: а что с той кольчугой, которую я тебе давал? Я ответил: о посланник Аллаха, клянусь Аллахом, это хутамийская кольчуга, которая стоит не больше 400 дирхамов. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: иди, я выдал ее за тебя замуж. Отправь мне эту кольчугу, чтобы она стала твоей законной женой. Когда сватовство было завершено, что обычно бывает после сватовства? Свадьба. А Али был бедным человеком. У него не было ничего, что он мог бы отдать ей в качестве махра, так что уже тогда говорить о свадебном угощении, валиме. Но некоторые из его братьев помогли ему. Имам Ахмад привел хадис от Бурейды, да будет доволен им Аллах, в котором говорится, что когда Али посватался к Фатиме, дочери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: для свадьбы обязательно валима. Саад сказал: с меня баран. Другой сказал: а с меня то-то и то-то. Когда Али, да будет доволен им Аллах, готовил все то, с чем должна проходить его валима, с ним произошел один интересный случай. Аль-Бухари и Муслим привели от Али, да будет доволен им Аллах, хадис, в котором он сказал: у меня была старая верблюдица, которая досталась мне в качестве военной добычи в день битвы при Бадре. Кроме того, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, дал мне еще одну старую верблюдицу из Хумса, 5-й части военной добычи. Когда я захотел жениться на Фатиме, дочери посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я пообещал одному ювелиру из племени Бану Кайнука, что он поедет со мной, и мы привезем душистый тростник, который я хотел продать кому-нибудь из ювелиров, чтобы на вырученные деньги
устроить угощение по случаю женитьбы. Он рассказывал: «Я поставил верблюдец на колени рядом с домом одного ансара. Я опустил верблюдицу, чтобы собрать душистый тростник, а затем погрузить его на верблюдец и пойти его продавать». Он сказал: «И я опустил верблюдец на колени рядом с домом одного из ансаров. После этого я ушел. А в доме того ансара находился Хамза ибн Абдиль-Мутталиб и пил там вино вместе с другими ансарами. И с ним была какая-то певица. И это было до того, как вино было запрещено. Вскоре после того, как мухаджиры переселились в Медину. Али сказал: «И певица спела в своей песне: „О, Хамза, тучные старые верблюдицы“». И что сделал Хамза? Певица подбивала его к тому, чтобы он зарезал их. Она пела: «О, Хамза, тут тучные старые верблюдицы». Али сказал: «И Хамза направился к этим верблюдицам, отрубил им горбы, спорол бока и вырезал их печень». А Али тогда не было. Он пошел за душистым тростником. А Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «И я вернулся, собрав все необходимое. И оказалось, что у обеих моих верблюдец отрублены горбы, спороты бока, а печень каждой из них вырезана». Он сказал: «Увидев это зрелище, я не выдержал и заплакал». Те верблюдицы были его мирским богатством, и вот оно пропало. Он сказал: «Я увидел зрелище, которое меня напугало». Что его напугало? То, что он тогда увидел. Но что напугало его больше, так это то, что отложится его свадьба с Фатимой, поскольку пропало то, с помощью чего он должен был провести валиму. Али спросил: «Кто это сделал?» Ему сказали: «Хамза ибн Абдиль-Мутталиб. Он в этом доме пьет вместе с ансарами». Али рассказывал: «Я отправился к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, у которого находился Зейд ибн Хариса. По выражению моего лица пророк, да благословит его Аллах и приветствует, понял, что со мной что-то случилось. Он спросил: «Что с тобой?» Али ответил: «Клянусь Аллахом, я еще не видел дня, подобного этому. Хамза набросился на двух моих верблюдец, отрезал им горбы и вспорол бока. А сейчас он находится в доме одного ансара и пьет вино». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел принести ему накидку, надел ее и направился туда. А мы с Зейдом ибн Харисой последовали за ним. Подойдя к дверям дома, где находился Хамза, он попросил позволения войти и вошел, когда они разрешили ему. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, зашел внутрь, и мы зашли вместе с ним. Он принялся порицать Хамзу за то, что он сделал. И Хамза посмотрел на него, пьяный, с покрасневшими глазами. Он поднял глаза и посмотрел на колени пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Затем поднял глаза и посмотрел на его пупок, и потом поднял глаза и посмотрел на его лицо. А потом сказал: «Разве не являетесь вы только рабами моего отца?» С кем он говорил? С пророком, да благословит его Аллах и приветствует. «Разве вы не рабы моего отца?» И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, понял, что Хамза пьян, и с ним нет смысла говорить. В хадисе говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел от него, пятясь назад. То есть он не оборачивался к нему спиной. Он отходил от него, продолжая на него смотреть. Почему? Потому что он боялся, что Хамза, который сказал эти слова, что-нибудь сделает. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пятился назад. А Али рассказывал дальше. И мы вышли вместе с ним. Потом была свадьба. Незадолго до того, как Али вошел к Фатиме, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Ничего не делай, пока не встретишься со мной». Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал принести воду для малого омовения. Сделал омовение, а потом вылил ее на Али и Фатиму, после чего сказал: «О Аллах, благослови их и даруй им благословение в них и в их потомстве». И когда Али зашел к Фатиме, ей на тот момент было 18 лет. Муж Фатимы, Али, был беден.
У Али не было денег, чтобы купить слугу для своей жены, поэтому все домашние дела она делала сама и сильно уставала. Вы знаете, что для того, чтобы приготовить хлеб, им нужна была мука. Но в то время не было таких мельниц, к которым мы привыкли сегодня. Они брали семена пшеницы и сами мололи их на ручной мельнице. Каждый день, если хочешь приготовить хлеб, бери мельницу. И это был тяжелый труд. Али рассказывал, на руках Фатимы, да будет доволен ею Аллах, оставались следы от этой мельницы. Она очень устала и ослабела. Аль-Бухари, Муслим и другие привели хадис от Али, да будет доволен им Аллах, который рассказал, что Фатима сильно уставала от того, что все время молола муку, так что мельница оставила след на ее руке. А в то время к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, привели захваченных в бою пленников. Али сказал Фатиме, ты могла бы пойти к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и попросить для себя слугу. Тебя так утомила домашняя работа. И она пошла к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но не обнаружила его у себя дома. Зато она застала Аишу. Фатима рассказала ей, зачем пришла, а потом вернулась к себе домой. Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел, Аиша рассказала ему о том, что приходила Фатима. И что она сказала? После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправился к дому своей дочери. Али рассказывал, и он пришел к нам, когда мы уже легли спать. У нас было одеяло. И какое же у них было одеяло? Он говорил, когда мы накрывались им в длину, открытыми оставались наши бока. Так получалось из-за того, что одеяло было очень узким. Когда они накрывались длинной частью, открытыми оставались их бока. Когда же мы накрывались им в ширину, то снаружи оставались наши головы и ноги. Итак, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашел к ним. Али рассказывал, мы хотели было встать, но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, оставайтесь на своих местах. Али сказал, и он сел между нами, так что я ощутил прохладу его ног у моей груди. Затем он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, не научить ли мне вас тому, что будет для вас лучше, чем то, что вы попросили? Когда ложитесь спать, 34 раза произнесите Аллаху Акбар и по 33 раза Субханаллах и Альхамдулилля. Для вас это будет лучше, чем слуга. Это 100 слов на языке, но на весах они будут расцениваться как 1000 благих дел. Али, да будет доволен им Аллах, сказал, и после того, как я услышал это от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, я не оставлял произносить эти слова. То есть каждый раз, как он ложился спать, он 34 раза произносил слова Аллаху Акбар и по 33 раза Субханаллах и Альхамдулилля. Достоинства Фатимы, да будет доволен ею Аллах, многочисленны, велики и обильны. Одно из них описывается в хадисе, который имам Ахмад привел от Анаса, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, начертил 4 линии. А потом спросил, вы знаете, что это такое? Люди ответили, Аллах и его посланник знают лучше. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, лучшие женщины, обитатели рая, это Хадиджа бинт Хувейлид, Фатима бинт Мухаммад, Асия бинт Музахим, жена фараона, и Марьям, дочь Имрана. Ибн Хиббан привел хадис, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, лучшие женщины миров, в первом хадисе использовалось определение «лучшие женщины, обитатели рая», а здесь «лучшие женщины миров». Это Марьям, дочь Имрана, Хадиджа бинт Хувейлид, Фатима бинт Мухаммад и Асия, жена фараона. Ат-Тирмизи привел со слов Хузайфы, да будет доволен им Аллах, который сказал, «Моя мать сказала мне, когда ты в последний раз видел пророка, да благословит его Аллах и приветствует?» То есть, когда ты видел его в последний раз или встречался с ним? Он ответил, я не видел его уже столько-то времени. И она отругала меня. И я сказал ей, давай я пойду к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сделаю с ним магриб намаз и скажу, чтобы он попросил прощения у Аллаха за меня и тебя. И я пришел к нему, совершил с ним магриб, но он продолжал молиться, пока не наступило время иша намаза. Затем он вышел, и я последовал за ним. Он узнал мой голос и сказал, кто это, Хузайфа? Я ответил, да, о посланник Аллаха. Он спросил, что тебе нужно, да простит Аллах тебя и твою мать? Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, один ангел никогда не спускался на землю прежде этой ночи. Он попросил разрешения у своего Господа навестить меня и принести мне благую весть о том, что Фатима будет самой уважаемой женщиной в раю.
а Аль-Хасан и Аль-Хусейн – самыми уважаемыми среди молодых обитателей рая. Аль-Бухари и Муслим привели хадис от Мисвара ибн Махрамы, да будет доволен им Аллах, в котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Фатима – часть меня, и все, что причиняет ей боль и беспокоит, также причиняет боль и беспокойство и мне». К ее достоинствам также относится то, что привел Ибн Хиббан от Васили ибн Аль-Аскаа, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Я пришел к дому Али, спросил о нем, и мне сказали: он отошел. Сейчас он придет с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». И он действительно пришел вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и я зашел в дом с ним. Фатиму он посадил справа от себя, а Али слева. Аль-Хасана и Аль-Хусейна усадил перед собой. И после этого прочитал аят: «О обитатели дома, Аллах желает лишь избавить вас от скверны и очистить вас полностью». Затем он сказал: «О Аллах, это члены моей семьи». Василя сказал: «И я сказал сбоку: о посланник Аллаха, я тоже из твоей семьи». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И ты из моей семьи». Василя сказал: «Клянусь Аллахом, больше всего я надеюсь на это». То есть эти слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о нем. Также достоинство Фатимы, да будет доволен ею Аллах, описаны в хадисе, который привел Аль-Бухари и Муслим от Аиши, да будет доволен ею Аллах, когда она сказала: «Пришла Фатима, и у нее была такая же походка, как у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ей: «Добро пожаловать, дочь моя». Он усадил ее справа от себя или слева. Он сказал ей что-то на ухо, и она заплакала. Я спросила ее: «Почему ты плачешь?» Затем он что-то сказал ей, и она засмеялась. А Аиша сказала: «Клянусь Аллахом, я еще не видела такого дня, когда радость так быстро сменяет грусть». Я спросила ее: «Что он сказал тебе?» И Фатима ответила: «Клянусь Аллахом, я не выдам тайны посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Когда же посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, Аиша снова спросила Фатиму о том, что ей тогда сказал по секрету пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Она ответила: «В первый раз он сказал мне, что Джибриль, мир ему, ежегодно сличал с ним Коран один раз, а сейчас он сделал это дважды. И он считал это ничем иным, как указанием на то, что его срок уже близок. Он сказал: «И ты будешь первой из моей семьи, кто присоединится ко мне». После этих слов Фатима заплакала. Затем он сказал мне: «Разве ты не рада тому, что будешь госпожой женщин рая или госпожой верующих женщин?» Услышав это, Фатима засмеялась. Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, умер, между Фатимой и Абу Бакром произошла ссора. Причиной было наследство пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Аль-Бухари и Муслим привели хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «Фатима, дочь посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришла к Абу Бакру, требуя свою часть наследства. И Абу Бакр сказал: я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: мы, то есть пророки, не оставляем наследство, и то, что мы оставляем после себя, является садакой, милостыней». И Фатима, да будет доволен ею Аллах, рассердилась и перестала общаться с Абу Бакром. Аиша сказала: и она не общалась с ним до самой своей смерти. А после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, она прожила всего 6 месяцев. Аиша сказала: Фатима просила у Абу Бакра свою долю наследства из того, что Аллах даровал ему после завоевания Хайбара. И это был оазис Фадак, и то, что у него было в Медине. Но Абу Бакр отказался ей это дать и сказал: я не оставлю ничего из того, что делал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и тоже буду это делать. Боюсь, если я оставлю любое из его велений, я собьюсь с пути. Да будет доволен им Аллах. Имам Ахмад привел хадис, в котором Фатима, да будет доволен ею Аллах, сказала Абу Бакру: кто будет твоими наследниками, когда ты умрешь? Он ответил: мои жены и дети. Она сказала: почему же тогда мы не получаем наследство от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Тебе унаследуют твои дети и жены. Так почему же тогда дети посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не получат наследство? Абу Бакр сказал ей: я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: пророки не оставляют наследство. Но я буду содержать тех, кого содержал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я не оставлю вас на погибель. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, содержал вас, и я буду содержать вас. Я буду содержать тех, кого содержал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и буду расходовать на тех, на кого расходовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аиша сказала в той версии этого хадиса из 2 сахихов, которую я приводил выше. Фатима так и не общалась с Абу Бакром до самой смерти. Но Аль-Хафиз ибн Кафир, да помилует его Аллах, сказал: нам передали, что Абу Бакр добился довольства
довольство Фатимы до ее смерти, и она умерла, будучи довольна им. Аль-Хафиз ибн Кафир говорил о хадисе Мурсале, который привел Аль-Байхаки от Аш-Шааби. В нем говорится, что когда Фатима заболела перед своей смертью, да будет доволен ею Аллах, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пришел к ней домой и попросил разрешения войти. А Али сказал Фатиме: «Это Абу Бакр, просит разрешения зайти к тебе». Она спросила: «Ты хочешь, чтобы я его впустила?» Он ответил: «Да». И она разрешила ему зайти. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, зашел и сказал: «Клянусь Аллахом, я оставил свой дом, свою семью, свое имущество, своих родственников исключительно ради достижения довольства Аллаха, довольства посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и вашего довольства, о члены его семьи». И он не переставал ей говорить подобные слова, пока она не стала им довольна. Аль-Байхаки сказал: «Этот хадис мурсаль, с прерванной цепочкой, и Хасан хороший, и у него достоверный снад». Но как бы там ни было, стала ли Фатима довольна Абу Бакром или продолжала гневаться на него, как сказал Ибн Кафир, Фатима – одна из дочерей Адама. С ней могло происходить то же, что и с остальными дочерьми Адама. Она могла гневаться и проявлять другие человеческие эмоции. И как бы там ни было, добился ли он ее довольства или нет, стала ли она довольна им или продолжала гневаться на Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, он объяснил ей, почему так сделал. Потому что он слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Мы, пророки, не оставляем после себя наследство, и то, что мы оставляем, это милостыня». Она не слышала от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то, что слышал Абу Бакр. При этом Абу Бакр не собирался отказываться от чего-либо, что говорил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы добиться довольства кого-то из создания Аллаха. Фатима, да будет доволен ею Аллах, умерла в Рамадане 11-го года. То есть, сколько прошло со смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер в Рабиуль-Ауале 11-го года. После него она прожила Рабиа Ас-Сани, Джумадуль-Улю, Джумадуль-Ахиру, Раджаб и Шаабан, а в Рамадане умерла. Да будет доволен ею Аллах, и да сделает он ее довольной.